Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Предусмотрите возможность очередной выплаты, если такая необходимость возникнет. Правительство Северной Осетии утвердило проект бюджета республики на текущий год. Сейчас его направили в Минфин России. Какие еще вопросы обсудили на аппаратном совещании? Завершаем работы по отделке помещений. Это побелка, покраска. Масштабная реконструкция. Школу в Каджине впервые ремонтируют за 39 лет. О ходе работ узнаем через несколько минут. Большая ответственность. И у меня, как у режиссера, естественно, у артистов тоже большое волнение. Спектакль «На все времена». На сцене Осетинского театра показали комедию «Желание Паша». Пьесу приурочили к 120-летию выдающегося драматурга и писателя Давида Туаева. В правительстве России обсудили социально-экономическое развитие Северной Осетии. Об исполнении поручений президента говорили на рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и глава республики Сергей Миняйло. Диалог состоялся в формате двусторонней встречи, а затем в рамках совещания. По видеоконференц-связи в нем приняли участие председатель правительства республики Борис Джанаев и члены Кабмина. Александр Новак подчеркнул, что поручения Владимира Путина имеют приоритетное значение и находятся на контроле федерального правительства. Участники разговора обсудили реализацию мероприятий, связанных с социально-экономическим развитием Северной Осетии, а также вопросы финансирования отдельных объектов в рамках бюджетного планирования на ближайшие 2 года. Сергей Миняйло сообщил об участии корпорации Web.рф в финансировании промышленных, инфраструктурных и экспортных проектов на территории республики. По его словам, сейчас рассматривают возможность привлечения Web.рф к созданию совместно с госкорпорацией Ростех промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности. Кроме того, Web.рф профинансирует строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Владикавказа «Новый город» в рамках концессионного соглашения за счет субсидий Минпросвещения России. Особое внимание уделили мероприятиям генплана Беслана. Как отметил Сергей Миняйло, по 17 объектам финансирования имеется в полном объеме. Еще по 7 в федеральные органы власти направлены заявки. Александр Новак акцентировал внимание на необходимости финансирования объектов Беслана в полном объеме и поручил проработать вопросы профильным федеральным министерствам. Проект бюджета республики подготовлен, его направили в Минфин России. Об этом сегодня говорили на аппаратном совещании. Сергей Миняйло поручил Кабмину заблаговременно подвести итоги года. Это касается показателей исполнения национальных проектов и других госпрограмм. Организация теплоснабжения Лагира была одной из ключевых тем. Согласно отчету Министерства жилищно-коммунального хозяйства, все документы оформлены. Кроме того, Сергей Миняйло поручил Минсоцтруда вместе с Минфином заняться вопросом дополнительных выплат семьям мобилизованных. На сегодня 830 военнослужащих уже получили такую поддержку. Мы продолжаем работу по формированию реестров и выплате. Найти каждую семью, понятно, да? Да. Вот. Реестры у нас есть, то есть фамилии у нас у всех есть в военкомате. Есть. Найти каждую семью. Второй момент. Совместно с Минфином предусмотрите возможность очередной выплаты, если такая необходимость возникнет. Там уже посмотрите, значит, по социальным паспортам. Многодетные, немногодетные. Дальше, значит, социально защищенные, незащищенные и так далее. И тут уже дискретно будем, если что, дополнительно оказывать помощь. Понятно, да? Понятно. Но пока все выплаты, вот то, что говорили, пока все выплаты всем мобилизованным довести.
В правительстве республики обсудили меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Заседание оперштаба провел премьер Борис Джанаев. О реализации крупных инвестпроектов на территории Северной Осетии доложил первый заместитель министра экономического развития Олег Бакадоров. Среди них проект по строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», который станет одним из крупнейших курортов туристического кластера Северного Кавказа. Планируемая стоимость проекта порядка 19 миллиардов рублей. Первый этап завершат в следующем году. Кроме того, ведутся работы по созданию комплекса всесезонного тематического парка «Алания-парк». Дата запуска первого этапа проекта на северном склоне Лысой горы тоже намечена на следующий год. Там появится подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиница, ресторан, кафе, маршруты для катания на горных велосипедах. На южном склоне предлагается строительство тематического семейного парка с аттракционами. В сфере сельского хозяйства в 2024 году Казачий хутор планирует реализовать инвестиционный проект «Закладка яблоневого сада интенсивного типа и строительство плодохранилища». А предприятие «Фундук Алании» уже завершает реализацию проекта по закладке сада фундука на 200 гектаров. Необходимо сопровождать инвестиционные проекты с оказанием всех услуг. То есть у нас различные поддержки с федерального уровня, регионального уровня, и поэтому весь механизм должен быть задействован. Новая мебель, обновленный фасад и, конечно, современное оборудование. Строители почти полностью отремонтировали школу в Карджине. Это первое масштабное обновление за всю историю учебного заведения. Зданию почти 40 лет. Работы планируют завершить к концу октября. За ходом реконструкции наблюдала наша съемочная группа. Школу в Карджине капитально ремонтируют впервые за 39 лет. Работы начались в мае этого года. Строители уже полностью обновили фасад здания, заменили кровлю и коммуникации. Завершаем работы по отделке помещений. Это побелка, покраска. Крыльца остались у нас, наружные работы, перила и лестничный марш внутри помещения. Просторные классы, удобная мебель и, конечно, современное оборудование. Все для максимального комфорта учеников. В классах будут интерактивные доски и новые компьютеры. На полу постелят линолеум, а в коридорах уложат плитку. Это долгожданный, как говорится, момент. Естественно, мы надеемся, что по завершению вот этих работ наши учащиеся и учителя получат возможность работать в современных и обучаться в современных, нормальных, хороших условиях. Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта образования. Их планируют завершить к концу октября. Анна Голобаева, Хетек Гапоев, Новости Осетии. В Владикавказе торжественно открыли улицу, названную в честь Героя России Андрея Днепровского. В мероприятии приняли участие представители администрации города, общественных организаций, близкие военнослужащего и школьники. На фасаде одного из домов установили мемориальную табличку с биографией разведчика морской пехоты Андрея Днепровского. 21 марта 1995 года при выполнении боевого задания он героически погиб. За героизм и воинскую доблесть Андрею Днепровскому присвоено звание Героя России. Увековечение улицы имеет очень большое значение и для патриотического воспитания, и для памяти. И вот эти досточки, я считаю, что надо на каждой улице, которая носит чье-то имя, открыть. Потому что иногда вот приезжие люди проходят, имя написано, улица носит чье-то имя. А кто он и какой подвиг совершил, неизвестно. Я вообще благодарна всем, кто помог мне это сделать. Очень благодарна. Сегодня же Андрею Днепровскому открыли бюст. Мероприятие приурочено ко дню подразделений специального назначения. Приехали друзья и близкие семьи Днепровских со всей страны, а также учащиеся московских школ. Герои России почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику. Наша с вами обязанность тех, кто живет сегодня, памятью отдать честь тем, кто заплатил свой долг перед Родиной. Мы должны сказать слова благодарности всем, кто принял участие, чтобы сегодняшний день состоялся. В
Театре юного зрителя Шаби прошла премьера спектакля «Город без любви» по пьесе Льва Устинова. Это история о том, как любовь побеждает в сером и унылом городе, где нельзя смеяться и любить. Главный герой – клоун, который пытается влюбиться в девушку, изменить город и его жителей до неузнаваемости. Его роль исполняет актер театра Сослан Гагулаев, режиссер-постановщик Александра Тейнина, выпускница Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге. «Город без любви» – третий спектакль молодого режиссера из Новосибирска, поставленный во Владикавказе. У нас уже был опыт, у нас приезжали, мы делали привозы школьные, и дети понимали, дети сидели, дети выходили, насколько я знаю, довольные. Вот, спектакль готовился, это был уже конец сезона, мы его готовили, около месяца. Пьеса, которая не может оставить равнодушным. «Желание Паша», комедия Давида Туаева к его 120-летнему юбилею, снова на сцене Остинского театра. В полюбившемся спектакле есть все – и тема вечной любви, и социального неравенства. Моя коллега Валерия Козаева расскажет подробнее. Красочные национальные костюмы и декорации, передающие дух осетинской культуры. Любимый зрителям спектакль «Желание Паша» снова на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра. Сегодня, как и всегда, на этой постановке аншлаг. Его долгожданный момент. Открывается занавес, и зритель погружается в удивительный мир искусства. Пьеса рассказывает историю любви молодого парня из бедной семьи и красавицы, для которой родители видят жизнь с богатым женихом. Прибегая к разным хитростям, местная сваха Мышерхан всячески пытается помешать влюбленным быть вместе. Но расстроить счастье и разлучить их не удается никому. Я считаю, что это просто народная пьеса. Она непритязательная структурно, по композиции. Она проста, понимаете, как будто бы, да? Но она ложится на сердце. И что меня всегда потрясало, я небольшой специалист в остинском языке, но даже я понимаю, насколько она написана вот именно на осетинском замечательном языке. Показ по-настоящему бессмертного спектакля «Желание Паша» в этот раз посвящен 120-летию маэстро и автора одноименной пьесы Давида Туаева. Впервые зритель увидел постановку в 1944 году. С тех пор она много раз обретала на сцене новую жизнь. Несколько лет назад пьесу представил Осетинский театр в прочтении народного артиста республики, режиссера Валерия Царева. Очень приятно, что сегодня именно на 120-летие великого нашего драматурга мы придумали такой проект. В спектакле, что в Южной Осетии, что у нас, играют молодые артисты. Конечно, для них это очень интересно и очень ответственно, потому что, когда вспомню, кто играл эти роли, и в народе их помнят, и даже все тексты, все песни в народе до сих пор гуляют, поэтому большая ответственность. И у меня, как у режиссера, естественно, у артистов тоже большое волнение. Этот показ особенный. На сцене играют актеры как Северо-Осетинского, так и Юго-Осетинского театров. Такой союз не впервые. Как говорят и сами актеры, это отличная возможность пробовать себя на разных площадках и обменяться опытом с коллегами. Здесь не чувствуется никаких барьеров, ведь со зрителем актеры всегда говорят на одном языке – языке искусства. Сегодняшний день – это такой дань памяти Давиду Туаеву, потому что, наверное, он и мечтать и не мечтал о том, что вот как два коллектива могут сыграть одновременно на одной сцене его пьесу, и театр Севера и театр Юга. Мы их так и называем, потому что для нас только географическое разделение. Осетинский театр он один. Я думаю, что он на нас сверху с улыбкой посмотрит и скажет, что он сегодня радостный в этом плане, что такое случилось. Добрый юмор и вечные темы – дружба, любовь и борьба за право на счастье. «Желание Паша», пожалуй, никогда не потеряет своей актуальности и через много лет все так же будет на сцене под громкие овации преданного зрителя. Валерия Козаева, Хэта Гапоев. Новости Осетии. Героине нашего сюжета Татьяне Сухоруковой под силу оживить любой сценический образ. Только вместо волшебной палочки обычные иголки с нитками. Женщина долгие годы шьет одежду для артистов. Удивительные по красоте и деталям, они отражают характер и настроение персонажей. Тот случай, когда детское увлечение с годами превратилось в любимую профессию, стало делом жизни. Как создаются неповторимые шедевры, узнавала наш корреспондент Сабина Гатагова. Это кошка, вот тоже мордочка, вот у нее нагрудничек такой красивый.
Срочно подлатать платье, рубашку или даже перешить целый образ прямо перед спектаклем. Такое под силу только профессионалам. За плечами Татьяны Сухоруковой 50-летний опыт в швейном деле. Начиналось все с детского увлечения, придумывала для своих кукол разные яркие наряды. А теперь может одеть в буквальном смысле всех артистов Ардонского района. В ее послужном списке сотни образов. Еще Татьяна Константиновна поет в казачьем хоре, и здесь тоже за все платья отвечает она. Приходят, допустим, нужен костюм, померяем. Если он не подходит, то подгоняем под человека. Также вот театр, если, допустим, они ставят сейчас спектакль, вот им надо было вот там сделать к этому спектаклю накидки, я черные костюмы, белые шила. Большой опыт и неиссякаемый энтузиазм позволяют ей с особой ответственностью подходить к работе. Следить за чистотой и порядком сценических и театральных нарядов непросто, признается реквизитор. Проверить замки, пуговицы и швы. Нужно сделать все, чтобы костюм сел идеально. Сейчас Ардонский дворец культуры не может представить ни один концерт без Татьяны Константиновны. Это большой плюс, что у нас здесь работает, потому что практически все постановки, которые у нас есть, то ли это будет музыкальный спектакль, то ли это будет драматический спектакль нашего народного театра, то ли это будет выступление вокальной группы. Каждый раз какие-то элементы надо дошивать, доремонтировать или заново шить. И с этими задачами она справляется очень легко. Несмотря на многолетний опыт, продолжает совершенствовать свои навыки, идет в ногу со временем. Освоила современные машинки, стежки, швы и кройку. Помог ей в этом Ардонский колледж. Здесь Татьяна Сухорукова прошла курсы повышения квалификации по профессии портной. Теперь новые знания и навыки успешно применяет в своей работе. В швейном деле то же самое. Раньше так было, сейчас так, поузловая обработка. Там всякие разные швы, тоже по-новому сейчас все. И вот я пошла к ним, поучилась у них. Мне дали удостоверение повышения квалификации. Северокавказский аграрно-технологический колледж уже 3-й год. Главная площадка для реализации проекта в Ардонском районе. Все его участники стоят на учете как безработные в районном центре занятости населения. Слушатели осваивают знания и навыки по востребованным компетенциям WorldSkills. Люди приходят, они, когда видят наше новое оборудование, то вначале боятся за эти машины садиться. Но у нас они электронные, и мы можем для начинающих делать маленькую скорость, и потом по мере увеличения их опыта, они потом сами даже увеличивают свою скорость и работают на машинах. Главные плюсы проекта – бесплатное быстрое обучение, гибкий график занятий. Сейчас курсы проходят 19 человек по графическому дизайну. В ближайшее время стартуют и остальные 12 компетенций. Сабина Катагова, Алан Суанов. Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.